Здравствуйте! Рады приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева, и сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. Поддержку для семей с детьми расширят. За последние 2 года многодетных семей в России стало больше на почти 17,5%. В них воспитывают более 8 миллионов детей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Госдуме. Зампред правительства также отметила, что 69% родителей направляют мат-капитал на жилье. Она предложила оценить, как жилищные программы влияют на рождаемость. Кроме того, Кабмин составит рейтинг работодателей по уровню поддержки семей сотрудников. В России создали реестр многодетных семей. Теперь они могут оформлять электронное удостоверение. В 42 регионах многодетным родителям предоставляют поддержку вне зависимости от их доходов. Минтруд России планирует совершенствовать программу материнского капитала. С 2026 года появится новая семейная налоговая выплата для родителей с 2 и более детьми и надбавка к пенсии для матерей-героинь. Для молодых семей с 1 сентября ведут стандарт поддержки студенческих семей в вузах. В университетах открывают комнаты матери и ребенка и детские группы, где можно оставить малыша на время занятий. Студенткам-очницам увеличат пособие по беременности и родам до 90 тысяч рублей в среднем по стране. Для работающих женщин за последние 3 года максимальное пособие по уходу за ребенком выросло более чем в 2 раза. Увеличилась и выплата по беременности и родам. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что женщин, которые отказались от аборта в прошлом году, стало на четверть больше. При этом средний возраст материнства в 2023 составил чуть больше 26 лет. Это на 3 года превышает показатель 1995 года. Для поддержки семей в регионах председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать детсады в селах бесплатными, ввести дифференцированную ипотечную ставку в зависимости от региона. Госдума одобрила повышение штрафов за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Депутаты Государственной Думы на планерном заседании 17 июля приняли сразу во 2 и 3 чтениях законопроект о повышении штрафов для родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию или обучению детей. По действующим нормам за такое правонарушение грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, минимальный штраф теперь будет составлять от 500 до 2000 рублей. Кроме того, законом устанавливается административная ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской, экстремистской или иной запрещенной символики. За такое нарушение предусмотрены обязательные работы сроком до 100 часов с конфискацией предмета правонарушения. В этот же день Госдума приняла во 2 чтении поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов. Согласно им предусматриваются штрафы за незаконную передачу абонентского номера другому лицу до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч для организаций. За передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим людям граждане могут заплатить до 50 тысяч рублей, а юрлица до 200 тысяч рублей. В Госдуме предложили платить учителям 1 миллион рублей. Власти предложили ввести федеральную программу «Учительский капитал», предусматривающую выплату 1 миллиона рублей педагогам с опытом работы не менее 10 лет. Соответствующее обращение вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов «Учительский капитал» по аналогии с успешно зарекомендовавшей себя программой «Материнский капитал». Согласно инициативе, сертификаты на сумму 1 миллион рублей будут выдаваться учителям, проработавшим не менее 10 лет в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях на полную ставку. Средства сертификата можно будет направить на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по ипотеке, оплату собственного образования или обучения детей, а также на формирование пенсионных накоплений через добровольные взносы. Чернышов считает, что реализация программы поможет привлечь молодых специалистов в школы и снизить отток опытных педагогов. К тому же инициатива должна повысить престиж профессии учителя, улучшить жилищные условия работников образования и создать стимулы для их профессионального роста.
Госдума приняла закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам при отсутствии спора с налоговыми органами. Документ вводит внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пений, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета. При наличии спора сохраняется судебный порядок взыскания такой задолженности. На то, чтобы принимать решение о взыскании задолженности и направить его гражданину, у налоговиков будет 6 месяцев с даты истечения срока исполнения требования об ее уплате. Направляться оно будет через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуги, а если это невозможно, то по почте заказным письмом. При этом физлицо в любой момент до взыскания сможет оспорить указанные в налоговом уведомлении суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу. Взыскание будет производиться поэтапно. Сначала за счет денежных средств на счетах, электронных кошельков или цифровых рублей, затем наличных средств и имущества, за исключением предметов повседневного пользования. Поэтапный порядок взыскания обеспечит справедливость, исключая изъятие имущества, необходимого для повседневной жизни. Этот механизм не только повысит собираемость налогов, но и снизит издержки государства на судебные процессы, что в конечном итоге положительно скажется на экономике. Закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки. Госдума также приняла закон, вносящий сопутствующие изменения в Кодексе административного судопроизводства. Он исключает из компетенции мировых судей рассмотрение заявления о выдаче судебных приказов по требованиям о взыскании налоговой задолженности, для которых устанавливается внесудебный порядок их рассмотрения. Закон вступает в силу также с 1 ноября 2025 года, а поданные до этой даты заявления будут рассматриваться по правилам, действовавшим на день их подачи. В Госдуме предложили обложить пошлинами китайские автомобили. Китайские автопроизводители активно укрепляют позиции на российском рынке, и отечественная промышленность нуждается в поддержке. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. По словам депутата, Россия технологически остается в автопроме, поэтому необходимо стимулировать развитие полного производственного цикла в стране. Он считает, что нужно поощрять тех российских производителей, которые выпускают ключевые узлы и агрегаты для автомобилей. Одной из возможных мер он назвал введение пошлин на продукцию из КНР, а также повышение утилизационного сбора. Кроме того, Гартунг подчеркнул важность создания благоприятной экономической обстановки в Российской Федерации. Для этого, считает парламентарий, следует снижать ключевую ставку. 9 июля агентство Prime со ссылкой на Ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» писало, что стоимость импортированного из Китая автомобиля в России на 35% состоит из цены самой машины и на 40% из пошлин и сборов. Так, китайский автомобиль Jetta продается в России за 2,5 миллиона, из которых 900 тысяч рублей – это стоимость самой машины. Еще более миллиона рублей приходится на коммерческий утилизбор, таможенные пошлины и сбор, НДС и акциз. На маржу дистрибьютора и дилера для такого автомобиля приходится суммарно 280 тысяч рублей. Еще 350 тысяч рублей – это затраты на доставку автомобиля из Китая в Россию. Ранее сообщалось, что китайские автокомпании снизили цены на новые машины и заманивают россиян в автосалоны. На госуслугах создадут цифровой профиль россиян. Депутаты Госдумы совместно с Минобрнауки запускают амбициозный проект по созданию единой базы данных для молодежи. Председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев объявил о планах интегрировать в портал госуслуги специальный раздел, где будет храниться вся ключевая информация о человеке. Электронное досье охватит полный жизненный путь: дошкольное образование, школьные годы, университет, трудовую деятельность, военную службу, волонтерские проекты и даже семейное положение. Депутат подчеркнул, что данные не исчезнут после достижения 35-летнего возраста, а продолжат работать на развитие гражданина. Межведомственная группа, в которую входят представители Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи, разрабатывает систему автоматической синхронизации. Когда пользователь меняет место учебы или работы, информация в досье обновляется без его участия. Замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук пояснил, что Минобрнауки координирует создание образовательного блока платформы. Ведомство отвечает за интеграцию всех существующих образовательных сервисов в единую модель данных.
В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу из России. WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый замглавы Комитета Госдумы по инфополитике Антон Горелкин. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Мета, запрещенный на территории РФ, с очень большой долей вероятности попадает в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, которые правительство разрабатывает по поручению президента России Владимира Путина. Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов из недружественных стран. Президент призвал увеличить использование отечественного ПО во всех сферах, особенно в секторе госуправления. По его словам, это в том числе влияет на обеспечение нацбезопасности. По данным депутата, WhatsApp ежедневно использует 68% россиян. На втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%, но его юрисдикция до сих пор до конца не ясна. Что касается WhatsApp, то его нишу может занять национальный мессенджер. В марте ВК запустил бета-версию Max, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Сейчас мессенджер тестирует возможность создания каналов. Цифровая платформа уже внедрила систему мониторинга безопасности для защиты данных пользователей. Приложение доступно в App Store, Store и Google Play. Водителям грозит штраф до 10 тысяч за игнорирование требований инспектора ДПС. С 18 июля вступают в силу поправки в КоАП, ужесточающие административную ответственность автомобилистов. Штраф за невыполнение требований сотрудников госавтоинспекции об остановке транспортного средства вырос в разы. Размер санкций составит от 7 до 10 тысяч рублей, так как ранее он варьировался от 500 до 800 рублей. Решение о повышении штрафа связано с тем, что отказ от остановки чаще всего фиксируют в случаях, когда за рулем находится водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ранее нарушителям было выгоднее проигнорировать сигнал инспектора, чтобы избежать более сурового наказания. Штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет за управление автомобилем в нетрезвом виде. Такая ситуация создавала серьезную угрозу безопасности на дороге. Увеличивались случаи преследований, аварий и рисков для других участников движения. Новая мера направлена на предупреждение подобных ситуаций и призвана усилить ответственность за сопротивление законным требованиям сотрудников автоинспекции. Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилимский район получат почти 443 миллиона рублей на развитие. Ростислав Гольдштейн добился одобрения заявки Коми на получение дополнительных средств президентской арктической субсидии на 2025-2026 годы. Они будут направлены на улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни жителей арктических муниципалитетов. Как рассказал руководитель Республики Коми Ростислав Гольдштейн, федеральные средства распределят во все арктические муниципалитеты – Воркуту, Инту, Усинск и Усть-Цилимский район. Часть субсидий будет направлена на ремонт кольцевой автодороги Воркуты. Также во всех арктических муниципалитетах для больниц приобретут 40 автомобилей скорой помощи, 22 в Воркуте, 7 Инте, 6 Усинску и 5 Усть-Цилимскому району. В Усинске закупят 2 машины для дома-интерната для престарелых и инвалидов, а на базе средней школы номер 4 с углубленным изучением отдельных предметов создадут школьный кванториум. Мы активно используем все возможности и инструменты, в том числе федеральные, чтобы обеспечить нашим жителям, проживающим на территории арктической зоны, достойный и комфортный уровень жизни, подчеркнул Ростислав Гольдштейн. В Коми подведены итоги экзаменационной кампании. В Республике Коми, как и по всей России, с 21 мая по 4 июля проводилась государственная итоговая аттестация для выпускников 9 и 11 классов. По информации пресс-службы Минобрнауки Коми, среди девятиклассников основной государственный экзамен сдали 9378 учеников. Для успешного завершения учебного процесса необходимо было пройти испытания по обязательным дисциплинам русскому языку и математике, а также выбрать дополнительные предметы. Итоги показали высокий уровень подготовки выпускников. Успешную аттестацию завершили 94,44%, продемонстрировав знания по географии, обществознанию и информатике, которые оказались наиболее востребованными среди добровольных дисциплин. ЕГЭ в текущем году сдавали 3672 человека, включая учащихся 11 классов, выпускников прошлых лет и обучающихся техникумов и колледжей. Школьникам для получения аттестата необходимо было успешно сдать экзамены по русскому языку и математике базового или профильного уровня. Лишь незначительное число участников, всего 35 человек, не справилось с заданиями, получив неудовлетворительные оценки по обязательным предметам. Их ждет осенняя пересдача с 4 по 23 сентября.
Общая доля справившихся с ЕГЭ составляет 98,9%. Экзаменационная кампания принесла региону 25 100-бальников. Среди них особенно выделяется выпускник Ухтинского лицея номер 1 Дмитрий Сапачев, мультибальник, показавший максимально возможные результаты по физике и математике профильного уровня. В Коми высок процент высокобальников, то есть ребят, показавших результаты свыше 81 балла. Таковых в Коми 637, из них по одному предмету отличились 354 человека, по двум 175, по трем 94. И 14 человек выбились в высокобальников сразу по 4 предметам. Золотой медалью школу окончили 251 человек, с серебряной 174. Отметим, что количество медалистов увеличилось по итогам дополнительных дней основного периода сдачи ЕГЭ. В президентские дни улучшили свои результаты и стали обладателями золотой медали 28 выпускников, серебряной 20. Всего в Коми 425 выпускника получили золотую медаль по итогам экзамена. Ремонт перрона идет на железнодорожном вокзале в Инте. Начался капитальный ремонт перрона на железнодорожном вокзале Инта Северной железной дороги, сообщает пресс-служба РЖД. Работы включают замену основания, а также покрытие. Вместо асфальта появится тротуарная плитка. Для пассажиров с ослабленным зрением будет установлена шуц-линия, обозначающая опасную зону. Для того, чтобы не прерывался прием и отправление поездов, посадка и высадка пассажиров, строительно-монтажные работы ведутся поэтапно на участках по 120 метров. Более 300 метров будут отремонтированы в текущем году, а завершить работы планируется до октября 2026 года. Общая длина перрона составляет более 600 метров. Для обеспечения комфортной посадки и высадки пассажиров на вокзале размещена информационная схема прохода к поездам. Северная железная дорога просит пассажиров заблаговременно прибывать на вокзал и быть внимательными и осторожными при нахождении на платформе. А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Можно ли оплачивать обучение ребенка в автошколе средствами материнского капитала? Средства материнского капитала можно направить на оплату обучения в автошколе любого ребенка в семье. На дату начала обучения возраст ребенка не должен превышать 25 лет. Для использования материнского капитала достаточно подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг. Приходить в клиентскую службу и представлять документы не требуется. Всю необходимую информацию территориальный орган СФР запросит самостоятельно в образовательной организации. Организация либо индивидуальный предприниматель, оказывающий образовательные услуги, должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. На какой стадии выполнения работ по благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни»? В рамках формирования комфортной городской среды у нас были проведены работы, уже закончены по промышленной 12, а на сегодняшний день, можно сказать, уже почти закончены на территории возле детского мира. Тракт выполнен 95%, там будет обустроено ограждение, будут устроены урны, лавочки и будут знаки парковки устроены. На сегодняшний день у нас еще остается один объект, да, это Дзержинского 21. Работы были начаты еще в июне месяце, но были приостановлены в связи с тем, что у нас жители захотели изменить. На сегодняшний день работы возобновились, работы будут проходить с учетом мнения жителей, пожелания, чтобы все учесть интересы. Будем проводить следующие работы, закончим тоже в текущем году в установленном законом сроке. Расскажите о порядке поступления в детский сад. На территории муниципального округа Инта у нас функционирует 3 дошкольные образовательные организации. Но у них 6 зданий. То есть территориально мы охватываем территорию города, начиная от Лунина 8, собственно говоря, да, от микрорайона Стадион городской и до Мира 63. 6 зданий работают в детских садах. У нас на конец учебного года было 960 дошкольников. Это у нас детки от года до 7 лет. Есть ребята постарше, кто уходит к 8 лет в школу, там тоже есть свои особенности. Ну и, конечно, мы принимаем малышей. Маленьких деток мы принимаем, по опыту, конечно, родители ведут ребят больше, ближе, наверное, к 1,5 годам. Год и 3, год и 6, уже вот, в общем-то, родители пишут заявление и приводят ребенка в детский сад. Но бывают случаи и вынужденные ситуации, когда родители приводят ребят еще совершенно маленьких. Вот в прошлом году мы приняли таких 2 маленьких ребенка. Одному было 7 месяцев, другому 9 месяцев. Ну, выходили, вырастили, научили, и сегодня они уже прямо у нас такие
такие полноценные дошкольники. Поэтому родителям абсолютно не нужно переживать, что если ситуация складывается так, что нужно пойти ребенку намного раньше по возрасту, то вообще по закону образования мы обязаны принимать ребенка в возрасте от 2 месяцев. Ну, конечно, практики такой нет, но малышей в любом случае принимаем и рады всем деткам. Как я уже сказала, у нас дети воспитываются в детских садах до 7 лет, то есть до поступления в школу. Бывают случаи, когда ребенок по тем или иным причинам, по заявлению родителей, остается еще побыть в детском саду, и до 8 лет, в общем-то, у нас бывают такие тоже случаи. По садам я могу еще сказать о том, что есть общеразвивающие группы, то есть это для группы для здоровых детей с программой образовательного дошкольного образования. А еще есть группы у нас для детей с нарушениями речи, с нарушениями зрения, задержкой психического развития. Мы занимаемся с ребятами, у которых сложный дефект. Вот такие группы у нас открыты на базе детского сада «Белочка» по адресу Мира 15А и на базе детского сада «Рябинушка». Такие ребята тоже есть. Наверное, все-таки родители больше беспокоят именно вопрос, как ребенок привыкает к детскому саду, тем более такие маленькие, годовалые детки. Я сама приверженец того, чтобы детей отдавать в детский сад рано. Рано, потому что ребенок быстрее привыкает, быстрее адаптируется в среде. Родители иногда пугают, что ребенок ничего не умеет, не может сам себя обслужить, ни в туалете, ни помыть руки, ни держать ложку. Всему в детском саду учат. Вот для таких маленьких деток у нас установлены на пищеблоках детских садов квартирочные машины. То есть мы, конечно, если старшему ребенку даем котлетку и мясо, да, то маленькому мы перетираем это все вместе с картофельным пюре и адаптируем эту пищу под возраст ребенка, под его индивидуальные особенности. Сейчас, к сожалению, очень много деток аллергичных, да, с какими-то заболеваниями, поэтому каждый детский сад идет навстречу родителям, и по возможности, вот по максимальной возможности мы стараемся подобрать меню для таких деток, исключив молочные продукты, исключив цитрусовые фрукты. Ну, то есть на то, что родители, в общем-то, нам обращают внимание, мы стараемся идти навстречу и максимально выполнять их просьбы для того, чтобы сохранить здоровье ребенка, да, чтобы создать ему более благоприятные условия в детском саду. Маленький ребенок, он быстрее привыкает даже кушать. Вот если родители жалуются, что ребенок ничего не ест дома, его очень трудно накормить, за компанию в детском саду кушают все, ложками стучат, друг на друга смотрят, обязательно идет докорм. То есть маленький ребенок, он не в состоянии, вот, допустим, тот же обед съесть как бы полную порцию, поэтому, конечно, и младший воспитатель, и сам воспитатель обязательно помогают деток, докармливают. То есть наша задача, чтобы детки были сытые, чтобы они хорошо себя чувствовали в течение дня. Надо отметить, что в наших детских садах организовано 5-разовое питание. То есть дети завтракают, потом у них 10 часов обязательно им даются или сок, или фрукты. А в обед полноценный обед, после сна полдник и потом еще ужин. То есть 5 раз в день ребенок поел свежую, сбалансированную пищу, здоровую пищу. Конечно, дома таких, наверное, условий мало у кого есть. Что касается стоимости. Стоимость на самом деле у нас в Инте очень демократична. Я считаю, на мой взгляд, это 200 рублей оплачивают родители, чей ребенок ходит в группы раннего возраста, то есть ясельные группы, и 220 рублей в день. Это для детей уже с 3 до 7 лет. При всем при том, что у нас еще действует такая достаточно широкая скидочная система. То есть, во-первых, у нас очень много льгот. Полностью освобождены от родительской платы дети из семей СВО, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают группы компенсирующего вида. У нас освобождены от оплаты дети, которые воспитываются в опекаемых семьях. 50% льгота сохраняется для детей, которые проживают в сельской местности. Я не сказала о том, что у нас еще есть 2 группы при школах, при школе Петрунь и при школе Абис тоже существуют и работают группы для деток-дошкольников. И там оплата снижена на 50%, как сельским жителям. И 50% оплачивают семьи многодетные. То есть вот в таких разных направлениях, в общем-то, у нас льготы такие установлены и российским законодательством, и еще льготы наши муниципальные. Еще, наверное, нужно отметить, что большинство родителей у нас получают ежемесячную компенсацию части родительской платы. То есть те расходы, которые они потратили на содержание ребенка в детском саду за месяц, в зависимости от их дохода и от того, какой по счету ребенок в семье, от этого еще исчисляется и компенсация. То есть компенсация установлена на 30%, на 50% и на 70%. То есть садики у нас совершенно недорогие. Но зато очень хорошие, теплые, отремонтированные условия, конечно, очень хорошие созданы. Очень часто родители, опасаясь вести ребенка в детский сад, задаются вопросом, а может быть нанять няню? А может быть все-таки лучше с бабушкой? Все-таки родной человек, наверное, больше даст ухода, больше даст заботы, внимания, ласки, любви. Это все совершенно так, но
Коллектив никто не заменит. Ни бабушка, к сожалению, да, ни близкий круг родственников. Все равно ребенку нужно идти к сверстникам, нужно проходить все азы такого вот коллективного общения. Ребенок быстрее начинает говорить, потому что он общается, он погружен в речевую среду, и он эту речь слышит и от воспитателей, и от взрослых, которые работают в детском саду, и от самих сверстников. Вот эта речевая среда, конечно, побуждает ребенка говорить и развиваться. В детском саду каждый день проходят какие-то мероприятия. И не только досуговые, но и познавательные. И все-таки это у нас образовательная организация. Да, надо тоже на это упор делать, что не только присмотр и уход за детьми, но и мы даем дошкольное образование, которое у нас обозначено в законе об образовании Российской Федерации. Поэтому для детей и маленьких, ну, для маленьких там свои специфика занятий, вот, ну и для больших я просто перечень такой вот могу сказать, чем занимаются дети в детском саду. Физкультура, музыкальное занятие, сенсорное развитие, формирование элементарных математических представлений, развитие речи, обучение грамоте, конструирование, лепка, аппликация, рисование, ознакомление с окружающим миром, экологическое образование. Это те вот направления, которые чтение художественной литературы обязательно. Ну и помимо этого еще, конечно, в течение всего дня выстроен режим таким образом, чтобы и прогулка была, и игры тоже разнообразные, и подвижные, и сюжетные, и настольные, и логические, и в парах, и математические. То есть вот этот набор, к сожалению, конечно, дома невозможно просто эту среду предусмотреть и превратить свою квартиру, да, в какой-то развивающий центр. Поэтому, конечно, для этого вот, в общем-то, детские сады существуют и дают по максимуму детям. Вот. Ну, что еще могу сказать? Наверное, еще по дополнительным услугам, да, потому что ребенок, посещая детский сад, он охватывает программу дошкольного образования, и еще каждый детский сад в нашем городе еще предлагает дополнительные услуги. Они бывают платные, они бывают бесплатные, это на усмотрение родителей, какое направление выберут. Ну, это и спортивные секции, это и бассейны, и в детском саду, например, рябинушка и сауна детская работает. Это и занятия коррегирующей гимнастикой, если у ребят есть нарушения осанки и какие-то вопросы с плоскостопием, да, то есть вот в этом направлении занимаются наши специалисты. Логопеды работают музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования. То есть жизнь на самом деле кипит. Жизнь разнообразная, жизнь интересная. Я считаю, что детство мы обеспечиваем в полном объеме. И, конечно, всех ребят приглашаем вот в детский сад, вот, и маленьких, и больших. В течение года, конечно, у нас идет прием круглогодичный. То есть мы не ограничиваемся тем, что мы набираем только к учебному году и закрываем прием. Ни в коем случае. Мест у нас вакантных много. Поэтому в каждом детском саду, в каждой группе всегда найдется место для ребенка, если родители посчитают выбрать тот или иной детский сад. Для того, чтобы поступить в детский сад, необходимо обратиться в отдел образования, написать заявление. Можно подать заявление через госуслуги, можно прийти на личный прием, подать заявление. Получает направление родитель и относит это направление в участковому педиатру в детскую поликлинику. Ребенок проходит медкомиссию и с заключением врача о том, что детский сад посещать может, родители приносят весь пакет документов уже в детский сад. И там уже им полностью все рассказывают, им показывают устав, их знакомят с положением о дополнительных услугах, показывают группу, знакомят с воспитателем, оформляют документы на компенсацию участия родительской платы. Ну и ребенок начинает ходить. Чаще всего родители, особенно если они ведут маленького ребенка, они просят как-то провести такой адаптационный период, то есть когда ребенка приводят в детский сад на 2, 3, 4 часа. То есть не сразу вот погружаем в среду, чтобы для ребенка исключить стресс, исключить какое-то вот такое негативное восприятие детского сада, что людей много, шума много, люди все незнакомые, где моя мама. И, конечно, ребенок расстраивается, тревожится, и на следующие дни уже как-то интерес к детскому саду пропадает. Вот чтобы такую ситуацию исключить, мы, в общем-то, практикуем вот такое постепенное вхождение в коллектив. Мы приглашаем родителей на прогулку. То есть вот если вы не посещаете детский сад, вы можете прийти и просто погулять с воспитателем, с детками, пускай ребенок поиграет, немножко вот познакомиться. Затем пришли вот до обеда побыли. Потом по согласованию с родителями можем оставить на дневной сон, посмотреть, как ребенок будет спать, как он будет себя чувствовать. Сейчас мобильные телефоны, все связываются, родительские чаты работают, прямая связь с воспитателем, заведующей со старшим воспитателем, с медсестрой налажена, поэтому никаких тревог, в общем-то, у родителей быть не должно. Куда обращаться для покоса травы во дворе многоквартирного дома? Покос травы на дворовых территориях – обязанность управляющих компаний. Жителям необходимо обращаться в свои обслуживающие организации по данному вопросу. Контакты можно посмотреть на официальном сайте администрации НТ. Администрация не является надзорным органом обслуживающих компаний. Если управляющая организация будет бездействовать, не пойдет с вами на диалог или некачественно выполнит свою работу, обращайтесь с официальным заявлением в надзорные органы через ГИС ЖКХ. Это позволит инициировать проверку и принять меры административного воздействия.
Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!